Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Тысячи солдат, отслужившие в рядах вооруженных сил Российской Федерации, гордятся своим жизненным опытом. Традиционно в Канаше, так же, как и по всей стране, наиболее заметно отмечают свои праздники военнослужащие, связавшие судьбы с ВМФ и ВДВ. Моряки этот день отпраздновали 30 июля, а следом 2 августа десантники отметили День десантных войск. Как запомнился канашцам этот праздник, в сюжете Ирины Константиновой. Они утверждают, если ты единожды одел форму и голубой как небо берет десантных войск, ты уже никогда не будешь прежним. Традиционно бойцы, служившие в воздушно-десантных войсках, собираются в сквере афганцев. Добрые объятия, рукопожатия сослуживцев – истинные украшения праздничного дня. Даже по прошествии многих лет юношеский запал не меркнет. Братство у нас единое, десантное братство. Мы им гордимся. Служил я в 103-й дивизии в воздушно-десантных войсках, 350-й полк, 5-й рота. 83-85 у меня было. Я в Афганистане служил. Служба в армии. Чем запоминается она? Дружбой. Дружба, она всегда навечно, говорят. Да. Сам после педагогического училища прыжки выполнял 3 раза в Чебоксарах в авиаклубе. Вот после этого и получилось так. Я попал вначале учебный полк, это в Гаджунай, медсанбат. И после медсанбата получилось так, что я попал в Афганистан. А вот в очередной раз семья Платоновых собралась на праздник воздушно-десантных войск всей семьей. Маленький 6-летний сынишка – гордость молодой семьи. Да, это будущий десантник. Без этого никак. Пойдет по стопам отца. Где вы служили? Служили под Самарой, поселок Рощинский. 3-я бригада специального назначения. 10 прыжков было. Было 10 прыжков со всеми сложностями. В каком году вы служили? 2000-2002 дембель. Сегодня в митинге в общей сложности участвуют более сотни военнослужащих и членов их семей. Минутой молчания почти в память погибших они возложили цветы к памятнику. Солдатская дружба не меркнет с годами. Вот и этот военнослужащий. Даже по прошествию многих лет до сих пор ищет своих сослуживцев. Служил в 80-м парашютном десантном полку. Это в городе Баку. Кировоградская дивизия в то время называлась. Нынче не Кировоград, а Генджа называется. Это срок моей службы 69-71 год. Служба проходила во время, когда командовал командующий Василий Филиппович Маргелов. Не зря называют ВДВ войсками дяди Васи. Я хотел бы встретиться с Юрой Девяткиным. Служили в одном полку. Я живу в селе Вутабусе, это в Канашском районе. Надеюсь встретиться. Очень хочу встретиться. А также с нами служил Миша Якимов. Он живет в деревне Асхва. С Мишей мы встречались год назад. Вот у меня такая просьба. Вот оно, сегодняшнее боевое братство. Сплоченное и гордое выбранным родом войск. Туда подбирали самых сильных, смелых, находчивых, отважных. И свой долг мы перед Родиной отдали. Прошу вспомнить своих командиров, поблагодарить их при возможности и уважать ветеранов. Поздравляю с Днем десантника. Конечно же, на этом сегодняшний праздник не закончился. Дружной колонной, развивая в руках флаги, они направились на центральную площадь города. Наверняка этот праздничный день продлится до позднего вечера. Ирина Константинова, Павел Шевченко. Вести недели. Профессиональный праздник отметили работники отрасли торговли на площадке городской ярмарки, где по традиции лучшие из лучших были награждены почетными грамотами. Говорить о количестве людей, задействованных в этой области, сложно. Только в нашем городе насчитывается 609 объектов разнообразного ассортимента промышленных и продовольственных товаров. Подробности празднования Дня торговли в сюжете Марины Бариновой. 307 объектов розничной торговли, 80 общественного питания, 2 ярмарки, 36 аптек, 182 объекта по оказанию бытовых услуг населению и, конечно же, 2 оптовых склада. Все это инфраструктура потребительского рынка нашего города. Благодаря ежедневному труду работников сферы торговли решается одна из главных задач – удовлетворение социальных проблем нашего населения. Главное в этой профессии – это спокойствие, понимание и вежливость. У нас коллектив хороший, чтобы работали слаженно, прекрасно.
прекрасно. Благодарность, конечно, своему руководителю Петрову Альбину Алексеевну. Предприниматели очень хорошие, отличные. Мне кажется, у нас и таких и нету. Поощряют, премируют все. Не говоря о том, что трудовые, больничные все оплачивают. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену двух прекрасных вдовых. Всех благ, удачи во всем. Заместитель главы администрации по реализации инвестиционной политики, начальник отдела экономики Владислав Захаров лучшим работникам торговли вручил грамоты администрации города. Нашим предпринимателям хочу пожелать процветания, успехов, конкурентной среды, чтобы не было застоя, чтобы они двигались со временем в ногу, побольше рекламы, побольше позитива, ну и поддержки администрации. Ну, День торговли, это касается, я думаю, каждого жителя у нас и в стране, и в мире. То есть человек еще не родился, я вот говорил, а уже люди идут покупать, уже идут люди к продавцам, общаться, разговаривать. Вообще, продавец – это психолог, да, большой психолог. То есть, если ты не психолог, если ты не видишь человека покупателя, значит, мало что ты сможешь продать. Так что я думаю, что у продавца много профессий и психологических, и педагогических наклонностей. Я думаю, это великий и большой праздник, тем более у нас город. Музыкальное поздравление с Днем торговли жителям и гостям города дарили Андрей Думилин, Сергей Садовский и группа «Дуняша Стайл». Марина Баринова, Павел Шевченко, «Городские вести». Век прожить, не поле перейти. Разыс Мухаммедшина видела в своей жизни и белое, и черное. Военные времена прошла, вырастила и воспитала 7 детей. Разыс Насреддиновна отметила 100-летний юбилей. Сюжет семейного торжества. Разыс Мухаммедшина родилась 21 июля 1917 года в селе Татарские Горки Ульяновской области. Рано вышла замуж в 17 лет. Муж воевал, проводив супруга на войну, осталась с малолетними детьми на руках. Рыли окопы в селе, войну ждали. Работала колхозницей, на заслуженный отдых ушла с родного колхоза. Спустя время за родственниками переехали в город Канаш. От государства получили квартиру. Она прожила, в детстве тоже жила хорошо. Замужем была она тоже. Отец у нас хороший был. Но только рано вот 45 лет она вдовела. Но дети мы не покинули. Мы дети были добросовестные, работящие, ее жалели. Сидеть, приезжать, мам, тебе вот всегда, мы от нее не тянули, а ей давали. И помогали семье по хозяйству, по всем видам, конечно. Вот поэтому она и прожила. А сейчас живет со мной 10 лет уже. Юбилейің білән сені, тілеймін сіңа саулық, бізге саулық сұра, и нам здоровье надо, чтобы тебя поддержать. Бетіне бізге де саулық, шатлық. Саулық, шатлық берсін. Саулық, шатлық. Саулық, шатлық берсін. Вот так, вот умерің бар, мен сені тұтам, наоборот, живи. Сегодня все добрые, теплые слова поздравлений в честь 100-летней Разыс Насреддиновны. Поздравляем от лица администрации города. Желаем вам здоровья. Самое главное – здоровье. И чтобы все ваши близкие радовали вас. Вы прожили достойную жизнь. Если вы в свое время что только не перенесли в годы войны, мы бы так хорошо не жили. Да. Что вы перенесли, нам, чтобы этого не видеть. Поздравляем тебя с юбилеем, 100-летием. Желаем тебе здоровья крепкого, так, чтобы ходил на ногах. Всего тебе самого хорошего. 7 детей, 15 внуков, множество правнуков и ожидает 4-го праправнука. Огромное счастье в руках бабушки Разыс. 100-летие в кругу любящих людей. Олеся Григорьева, Павел Шевченко. Вести недели. 6 августа город Канаш отмечает свой день рождения. Приглашаем всех принять участие на празднике Дня города и железнодорожника. В программе праздничный концерт с участием артистов города Чебоксары, выступление команды КВН сборной Чебоксар, Чувашии и ЧГУ, Смехоград для мальчишек и девчат, игровая программа для детей на площадке Дома детского творчества, молодые таланты любимому городу, концерт обучающихся муниципальных образовательных учреждений, праздничная дискотека «Зажигай любимый город», праздничный фейерверк. Концерты проходят во всех скверах и площадках нашего города. Торжественное начало в 12 часов. Приглашаем всех на праздник. А я на этом с вами прощаюсь. Удачной вам недели. До свидания.